Каждый раз, приезжая в Бишкек и приходя на этот бульвар, у меня очень много чувств, воспоминаний происходит в моей душе, потому что за время нахождения вдали от Кыргызстана накапливается, и потом это уже начинает искать выхода. Когда я вот прихожу на бульвар, у меня всегда появляется мысль о том, чтобы рассказать о нашем Фрунзе, каким он был, когда я была еще ребенком. И вот я сейчас, находясь здесь сегодня, как раз когда собиралась на эту съемку, по радио передавали, вот всегда какие-то знаки судьбы в моей жизни происходят. И вдруг по радио звучит песня «Бульвар». И вот у меня и появилась мысль, что на этом бульваре-то и действительно и жили, проходила вся культурная жизнь тогдашней Киргизии, потому что здесь жили все великие. Вот, например, там, на Бакамбаева, Абдулас Малдыбаев, его дом был. Вот здесь, на углу, Калым Малдыбасанович Малдыбасанов, автор балета, оратории «Материнское поле». Вот там дальше Асанхан Джумахматович. А в самом конце и сейчас находится, а тогда жил Аалы Токомбаев. А вот там напротив Тугюльбай Сыдыкбекова был особняк, и Гапар Айтиев, художник. Так что, видите, аура здесь, я думаю, она еще и сохранилась. И вот и мне хочется, я когда смотрю передачу по телевидению «Пешком по Москве», мне всегда хочется, чтобы такая же была бы передача и у нас в Бишкеке, чтобы люди, прожившие здесь свою жизнь, они бы тоже вспоминали. Я помню этот бульвар зеленым, наполненным духовно. Сюда выходили по вечерам, культурно прогуливались вот эти писатели, поэты, композиторы. И я вместе со своими родителями рядышком всегда слушала, о чем же они говорят, а велись такие беседы, которые действительно меня с детства обогащали. И вот сейчас, когда этих людей уже нет, мне очень их не хватает, да, и мне хочется поделиться со всеми тем, что уже накоплено у меня в душе с малолетства. Вот это, конечно же, может быть, кому-то и не интересно, но так устроен мир, что если люди не будут помнить прошлое, то будущее, как говорят, выстрелит из пушки. Поэтому, естественно, молодежь должна знать, какая же была жизнь до того, как они появились на этот свет. В 1982 году, когда мы выезжали в Большой театр, тогда опера, такие сильные кадры, а ведь все это благодаря тому, что у нас был такой директор, как Марклен Касымалевич Баилинов. А ведь он кто? Он тоже сын известного писателя Касымалы Баилинова. И поэтому его эрудиция, его интеллект, его образование, которое он тоже в Москве получил, и она, конечно, привлекала и руководителей и в Москве, и даже министр культуры Фурцева просто его обожала и говорила: пожалуйста, сделайте все для того, чтобы киргизский театр, открыть ему зеленую дорогу. И мы вот таким образом
со своими спектаклями ездили по всему Советскому Союзу. У нас были гастроли в разных городах Советского Союза. И вот даже композиторы, которые писали современные произведения, они давали свои эти произведения ставить на нашей сцене в первую очередь. Та же, допустим, оптимистическая трагедия Холминова, «Ромео, Джульетта и тьма», опера, балет Аристокисяна, композитора «Прометей» ставился у нас, и балет туркменского композитора Чары Нурымова, и балет узбекского композитора Мусаева Тамири ставился у нас. И поэтому в Москве, в Министерстве культуры, говорили, что киргизский театр – это лаборатория современной музыки и современного искусства. И поэтому и «Материнское поле» было удостоено государственной премии СССР. Это очень большая, конечно, награда и заслуга всех тех, кто вложил в это дело свою долю. Допустим, ну, конечно, в первую очередь это произведения Чингиза Айтматова, на основе которых уже писались и либретто, и опер, и балетов, и «Материнское поле», например, написали либретто тот же Маркленко Самалевич Байлинов и Мейр Ахумбаев, будучи режиссером. Они эту идею подали. Потом Калым Алдабасанович уже написал музыку. Я вот думаю, в Москве постоянно проходят передачи, посвященные, допустим, там 30-летию с того момента, как был поставлен этот фильм или это произведение прозвучало. А у нас, вот, например, как-то об этом ни слова не говорится. Тоже «Материнское поле» было поставлено, по-моему, в 1974 году. Вот 2014 год, это сколько лет прошло, и ни слова об этом не было сказано. Как я уже сказала, что я родилась на бульваре Дзержинского, на углу Токтагула Дзержинского, вот этот дом, построенный еще, наверное, до войны, в 30-е годы. И внизу там был магазин «Нан». Сейчас я смотрю, там пристроили так некрасиво вообще и портит архитектуру этого дома, замысел создателя его. Этот ресторан, а там был магазин «Нан». Вспоминаю, что оно тогда, мне было, наверное, 3 года, в 50-е годы, еще только строилось, кирпичи ставились, и вот мы бегали, там играли в прятки, в догонялки. Мама уходила с папой на работу. Рядом с нами, это как коммунальная квартира была, а рядом с нами жили эвакуированные из Москвы адвокат Теофил Лазаревич и Сара Лазаревна. И потом они переехали в Москву, и когда у нас в 1966 году были гастроли в Москве, во Дворце съездов, и я была у нее в гостях, и вот она мне тогда опять-таки, значит, задала вопрос, как вот Евгения Марковна, мой педагог по музыке: «Айсулу, а ты прочитала последнюю книгу Чингиза Айтматова «Прощай, Гульсары»? Разве так можно? Это же гениальное произведение. Ведь только Толстому удалось передать психологию лошади в свою вот это холстомере, а Айтматов как сумел, это обязательно, такой мне наказ дала, чтобы я обязательно прочитала. Ну вот интересно, что когда мне было
наверное, 14 лет Айтматов тогда получил Ленинскую премию, и с родителями мы вместе, Айтматов и его супруга, поехали в Чонкемин. И я взяла с собой вот книжку тогда «Первый учитель», да, и «Тополек мой в красной косынке», и сидела, вот у меня до сих пор осталась перед глазами вот эта картина, я сидела у речки и читала это произведение. Разве я тогда могла думать, что потом я станцую и «Осель», «Толгонай», «Белый пароход», там «Мать олениху», «Манкурте», балет «Манкурт». Так что все это какие-то знаки судьбы. Но когда материнское поле Уран Тунчевич ставил, и когда вот началась работа над вторым актом, а второй акт начинается с того, что вот женщины на поле свеклу убирают, и вот эта мелодия тарам, 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 парарарам, тарам, тарарам. Долго она, вот такая вот, женщины, на плечи которых вот такую тяжелая жизнь выпала, все мужчины на фронте, вот они несут бремя, все это. И Сарбагишев мне тогда сказал: знаешь, Айсулу, они вот там вроде как свеклу убирают, а ты в это время стоишь и смотришь далеко-далеко. И я вот, когда стояла, я настолько вот не просто стояла как статуя, а я это переживала, что там происходит, там, далеко. И вот я своим взглядом старалась пробить стену театра оперы и балета и улететь далеко-далеко. И вот это я все переживала, и потом после премьеры Сарбагишев мне сказал: знаешь, Айсулу, если бы ты даже ничего не танцевала, мне, как постановщику, достаточно того, как ты только стояла и смотрела. Вспоминаются разные моменты жизни. Вот, например, именно с этим местом, что было связано. Однажды я подвернула ногу и ходила на лечение, физиолечение в спецполиклинику. Возвращаясь оттуда, у меня нога забинтованная. И вот в этом месте, вот тоже знак судьбы, смотрите, и сейчас здесь стоит памятник. Встречаю Темиркулова, Металиева. А интересно, что когда я была маленькая, то они же жили вместе. Там в конце бульвара был дом писателей, в котором жили Алы Токомбаев, Металиев, по-моему, тоже. И он тогда написал даже поэму Айсулу. И меня встретил здесь и говорит: ай, Айсулу, қайдан келетесің? Я говорю: больницадан келетем. Эмне болуп кетти? Бутум ооруп атат. Ай, сен бутуңду сакта, сенин бутуңдан башка эчтекең жок да, говорит. А я говорю, так это растерялась, а потом говорю: а башымчы? Ой, кечирип кой, Айсулу. Это не подумав, я сказала: ой, сүйлөп койдум, кечирип кой. И вот сейчас, когда прохожу и вижу вот этот памятник, опять-таки у меня как фильм появляется вот эта картина, вот наша встреча на этом месте. Наш дом-то вот этот потом был рядом, вот здесь вот мы жили, вот этот балкон на 3-м этаже, мы на этом балконе всегда спали, на полу стелили, и все вместе, мама, папа, я, Гульмира, вместе спали на этом балконе. Начинается
поэтому мы очень с Гульмирой привыкшие только к свежему воздуху. В душном помещении находиться не можем. И вот это здание, например, тоже это было какой-то очень банк, что ли, он здесь был или что, я даже не помню. А потом уже здесь ведь был союз театральных деятелей, который возглавлял Чолпонбек. Взаимосвязь поколений, оно какое имеет огромное значение. И чтобы вот, когда прерывается вот это вот, то тогда и наступает кризис. Ну, например, когда я уже приехала сюда, то таким моим педагогом здесь была Инга Евгеньевна Левченко. Много-много лет, фактически всю свою творческую жизнь. А Роберт Хасанович, ее супруг Роберт Хасанович Уразгильдеев, он сначала танцевал, и Роберт Хасанович в итоге, когда уже он закончил свою активную творческую деятельность на сцене, он уже стал сначала критиком, искусствоведом, и вот и он уже считается как бы летописцем киргизского балетного искусства, начав с книги про Бибисару Бишеналиеву, потом Уран Сарбагишев, потом киргизский балет, и обо мне написал книгу. Это, конечно, он титанический, огромный труд провел, и надо отдать должное его такому скрупулезному, необыкновенному труду, потому что он профессионал высокого класса. Таких уже, я думаю, нет. Внизу жил Тугелов, его мама. Утром мама меня всегда говорила рано утром: «Айсул, выходи воздухом, дыши». Особенно я же в опере Чо-Чо-сан ребенка изображала, когда мне было 4 года. В премьерном спектакле участвовала, а Владимир Яковлевич Васильев был режиссером. Вот здесь вот жила Дыркимбаева. Ирина Дыркимбаева. Да. Ее муж был Асан, да, первый муж Асан Алиевич, что ли, Дыркимбаев. Он был заместителем министра или что-то, я сейчас точно не помню, но он был такой представительный, и почему-то мне всегда казалось, что министры должны быть только такими, как он. А вот здесь на 2-м этаже жила Мариам Махмутова. С ее дочкой Светой мы были подружками, играли здесь. На 1-м этаже жил профессор Лехман. Они все приходили на спектакль, а утром я сижу, они на работу собираются и говорят: «Айсулу, а что ты здесь делаешь?» Я говорю: «Я играю, воздухом дышу». «А ты вчера нас так заставила плакать на спектакле», потому что действительно каждый спектакль я так переживала, когда Киизбаева исполняла последнюю арию, да, Чо-Чо-сан, и когда она меня держала на руках, и она пела вот это: «А я уйду далеко, откуда нет возврата». Они потом, значит, мне эти профессора говорили: «Мы вечером вот хотим, чтобы ты у нас дома бы всю эту сцену повторила, как ты на сцене это изображала». А я говорю: «Ну хорошо, но говорю, это тут же нет сцены, ну мы что-нибудь придумаем». А я каждый вечер засыпала под пластинку Соловья Алябьева.
когда я ложилась спать, и говорила: папа, поставь мне пластинку. Вот он мне ставил. И я, слушая, потом однажды говорю: мама, а ты знаешь, а вот я правильно пою, как эта певица? И мама говорит: как жалко, что не было тогда магнитофона. Говорит: ты, говорит, так чисто пела, сейчас уже голос стал к басу приближаться. Вот здесь внизу был магазин, и там был продавец, татарин один, он в такой тюбетейке торговал, а мы всегда, значит, к нему туда заходили, а он все время крутил пластинки. И вот я маме говорила: мама, дай мне 5 рублей, а что ты хочешь? Я говорю: я хочу пластинку купить. Ну, хорошо. И вот я заходила к нему и говорила: дайте мне, пожалуйста, вот эту пластинку. А то, значит, там мне нравилось, Утесов пел: у меня есть сердце, а у сердца песня, а у песни тайна. Тайна – это ты. И вот эти Русланова: я на горку шла. И вот этот продавец мне говорил: тебе надо зубной порошок купить и щетку. А я говорю: а зачем? У тебя глаза очень черные, будешь чистить глаза. А я говорю: а разве глаза можно чистить зубной щеткой? Когда я вступала в пионеры, вот отсюда я шла в школу и повторяла: я юный пионер Советского Союза, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь быть верным делу партии, делу Ленина. Вот так и прибежала на линейку уже, когда нам, значит, эти одевали галстуки. И все это осталось в памяти как фильм. Вот здесь начиналось мое музыкальное образование. В 1954 году мама привела меня в это здание. Оно было тогда, называлось Музыкально-хореографическое училище. И директором его был Абдулас Малдыбаев. Это был необычайно добрый, такой душевный, вот в моей памяти, мягкий человек. И когда вот в 1958 году должна была быть декада киргизского искусства в Москве на сцене Большого театра, была такой педагог Марья Львовна, она нас с Джилдыз готовила, ну, было решение такое принято, и вот мы должны были на 2 роялях играть, и она с нами это все готовила. А потом вот сюда, ну, как опять-таки вот какая-то судьба, да, приезжает педагог из Ленинградского академического хореографического училища имени Вагановой, которая приехала отбирать способных детей для учебы. Кадры готовились постоянно. В течение вот этих 8 лет, что я провела в Ленинграде, в этом Вагановском училище. И после его окончания вот приехала в наш театр в 1966 году. Так что это училище тоже, теперь это музыкальное училище имени Куренкеева. И тогдашним директором хореографического отделения была Гульбара Бакировна Даниярова. И вот она в 1964 году вышла с идеей о создании отдельного хореографического училища в нашей республике, потому что в тот момент во всех республиках были хореографические
училища отдельно, и только в Киргизии и в Молдавии не было тогда отдельного хореографического училища. И вот тогда Рубеж Хасанович Урузгельдиев написал такую петицию, она как бы подсказывала идею, а Рубеж Хасанович это уже все изложил на бумаге, и они отправили это в правительство, и этот вопрос решался 13 лет. И вот только через 13 лет было построено вот это здание, которое теперь, вот видите, как построено оно по принципу Московского хореографического училища, тоже вот такой вот квадрат, и внутри дворик, и просторное. И сейчас оно работает очень активно, и все эти годы работало активно, и многие выпускники этого училища теперь работают, вот, допустим, ученики Айгули Мураталиевой, которая уже много лет является художественным руководителем этого училища, и Берик Каримович Алимбаев, и Уран Тунчуч Сарбагишев, Рина Нурмамбетовна Чукоева, которая после Гульбары Бакировны стала директором. Все это выпускники Вагановского хореографического училища. Когда смотришь на фотографии, то невольно опять всплывают перед глазами все те моменты прекрасные, связанные с ними. Вот, допустим, вот эта фотография, это Гульбара Бакировна Даниярова, Рубеж Хасанович Урузгельдиев, Инга Евгеньевна Левченко. Они осуществили постановку тогда в 1967 году третьего акта балета «Спящая красавица». Посмотрите, какие счастливые лица с цветами. Чолпонбек тогда, будучи еще учеником учащимся хореографического училища, вместе с Надей, которая потом стала его супругой, они тогда танцевали «Голубую птицу». Это здесь Бишеналиева. Ее-то я помню с самого детства, и мне мама очень много тогда рассказывала, и всегда, когда я маленькая с мамой приходила в театр, и однажды в Дубовом парке же был театр старый, идет Бишеналиева, такая усталая после репетиции, она танцевала айдай, а я танцевала чолпон. И вот там же сцены меняются, то чолпон танцует, то айдай танцует. И мама мне говорила, когда Бишеналиева танцует, ты всегда стой за кулисой и нюансы улавливай, потому что так как она танцует айдай, больше никто не танцует. Видите, и вот это вот костюмы из чолпона айдай. Вот это мой костюм тоже из второго акта. Вот, допустим, фотография Бишеналиева с Махмудом Исамбаевым. Каждая фотография – это определенный момент жизни. Вот это костюм Уран Тунчуевича Сарбагишева из балета «Баядерка». Это костюм Рейны Чукоевой, опять-таки из чолпона. Это костюм Чолпонбека из чолпона. Вот, и все это, наша жизнь, это вот первый, ну не первый, вот первый балетмейстер, по-моему, мама говорила мне всегда, что Козлов, тогда Бишеналиева, вот ее бюст тоже, Бишеналиева тогда еще только начинала танцевать, и она выходила в 4 там цыганок, изображала в Эсмеральде, что ли. И мама говорит, опера тогда была впереди балета еще, потому что война началась, и им не удалось полностью получить образование. Вот Арцегулова, Тугелов, Бишеналиева, Мадемилова, Джакабаева, Чолпон Джаманова, Кабеков,
Они вот первые, кто учились в Ленинграде и тоже участвовали в декаде 1939 года в Москве. И Козлов с мамой сидели в ложе, и мама сказала: вот посмотрите, на Бешеналиеву показала и говорит: вот посмотрите, вот из нее балерина получится. А Козлов, значит, тогда маме сказал: да, ну вот техники не хватает. Мама сказала: техника – дело наживное. Я еще, будучи, работая в театре, не понимаю всех нюансов, а это все придет. Вот, а потом следующим балетмейстером был Холфин. И Мандемилова тоже была. Вот смотрите, какие все лица целеустремленные. Вот какие глаза у всех. Вот вглядитесь в глаза. Благородство в лице. И какое-то вот стремление постичь. Вот я очень люблю разглядывать вот фотографии, потому что они мне как бы дают энергию и импульс. И всегда я чему-то учусь именно у тех, можно сказать, самородков. Допустим, когда мы ездили на дни культуры, были Киргизии в Латвии, и ехали в поезде, и нам в поезде Тугелов так много про Арсыгулову рассказывал, что она была такая необыкновенная, первая исполнительница партии Айдай, а он же поставил тогда чолпон и сам тоже танцевал. Это уже вот Борис Васильевич Суслов, красавец, знаете, какой греческий профиль, сколько поклонниц и сколько сердец он покорил, танцуя на сцене театра, и был партнером и Бибисары Бешеналиевой. Рейна Чукоева, которая, Уран Тунчевич, заканчивая хореографическое училище, учились вместе с Рудольфом Нуриевым, ведь, и, по-моему, даже она с ними танцевала. Берег Каримович Алимбаев, а потом уже последующее поколение, видите, это уже наше уже ближе к нам, вот это поколение. Болот Куттубаев, и Ласточкина, Тукбулатова, Мелис Асылбашев. Это я с такой болью услышала о его смерти и просто не поверила, потому что недавно и по телевизору какой-то концерт из филармонии передали. Какие танцы он замечательные ставил. Он был такой мастер. Ну, сейчас уже можно сказать великий, а при жизни у нас язык не поворачивается сказать: Мелис, какой ты великий. Но я всегда говорила: очень интересные у тебя танцы, потому что вот он же поставил Кармен Сюиту, которую мы с Чолпонбеком танцевали. Так что это очень замечательно, что директор новый Эрик Латыпов, вот он сумел преодолеть вот эти трудности. И вот сейчас вот эта вот половина, она как бы посвящена Чолпонбеку, вот эти, все, что связано с жизнью Чолпонбека, а здесь уже всех танцовщиков нашего театра. Я не жалею, и я не печалюсь. Мне все равно эта жизнь полюбилась, так полюбилась, как будто в начале. И сейчас я даже, если я преподаю урок классического балета, я его формально никогда не даю.